Мечети снести, веру в Аллаха запретить, а всех несогласных отправить в лагеря. Репрессионная политика Китая по отношению к мусульманам распространилась на всю страну. Если раньше гонениям подвергались в основном уйгуры, проживающие в провинции Синьцзянь, то теперь власти Китая нашли новую жертву – Хуэй. Это вторая по численности мусульманская народность КНР. Как сообщает британское интернет-издание Independent, Китай начал активно уничтожать мечети. Разрушению подверглись исламские религиозные сооружения в провинциях Хэнань, Ганьсу, а также Нинься-Хуэйском автономном районе. Взорваны купола и минареты в деревне близ города Линься, которые называют маленькой Меккой Китая. Кроме того, власти активно закрывают мечети в соседних провинциях и вводят запрет на призыв к молитве. Также с недавнего времени по всей стране запрещена арабская письменность, а индустрия общественного питания лишилась права на использование слова «халяль». Но власти Китая этим не ограничились. Они решили уничтожить саму систему стандартизации дозволенных товаров и услуг, введя запрет на выдачу халяль-сертификатов. Все, кто не согласен с нововведениями, отправляются на так называемое перевоспитание – в лагеря, где из мусульман всеми силами пытаются вытравить ислам. Об этом рассказал шокированный албанский журналист Олси Джасекхи. Он вместе с группой коллег минувшим летом посетил Китай. Власти пригласили к себе иностранную прессу, надеясь доказать, что концлагерей не существует, что это лишь трудовые школы, где мусульмане получают дополнительные профессии. Это были совсем молодые люди, парни и девушки, которые были задержаны и отправлены в эту концентрационную школу только потому, что они хотели быть мусульманами, верить в Аллаха, быть уйгурами, а не китайцами, потому что женщины хотели покрывать голову хиджабами и отказывались есть нехаляльную еду. Это были очень смешные и необоснованные причины, по которым китайцы посчитали этих людей террористами и экстремистами и забрали из их семей, и закрыли в эти концентрационные лагеря. Это очень сильно шокировало нас. Власти Китая хотели через нас рассказать миру, что это не концентрационные лагеря, а колледжи для профессионального обучения. Но в настоящий колледж вы идете учиться по собственному желанию, а эти люди вынуждены были отказаться от ислама и молитв, от своего языка и начать есть свинину. Несмотря на все старания, попытка китайской пропаганды обелить действия властей провалилась. За кажущимся внешним спокойствием независимая пресса смогла разглядеть в узниках лагерей абсолютно сломленных режимом людей. По официальным данным, мусульман в Китае всего 0,1% населения. Но это почти 22 миллиона живых людей, которые сейчас находятся в опасности. И часть из которых уже попали в лагеря, где их пытками заставляют отказаться от веры в Аллаха.